Гражданин и начальник. Разговор с теми, кто принимает и исполняет решения. По трудовому законодательству Абхазии бюджетник не может занимать более 1,5 штатов. Работу по оптимизации штатов начали в Абхазии еще в 2015 году. Почему важна такая оптимизация? Много ли в республике нарушителей трудового законодательства? Как оптимизация позволит увеличить заработную плату бюджетникам? И об исполнении бюджета за 6 месяцев 2022 года об этом поговорим в интервью с вице-премьером, министром финансов Абхазии Владимиром Делба. По вашим данным, какой объем денежных средств может высвободиться, если провести инвентаризацию? На самом деле, в соответствии с трудовым законодательством нашей страны, лицо, находящееся в трудовых отношениях, и абсолютно неважно, работает ли он в бюджетной сфере или в какой-то иной сфере, не имеет права занимать должности, не соответствующие нормам, установленным в законодательстве. В данном случае это есть установленные правила и нормы трудового времени. Если суммарно брать, то по одной должности, как вы правильно заметили, не более 1,5 ставок. Как оказалось, у нас не везде так происходит. В отдельных случаях, в том числе в бюджетной сфере, происходят достаточно разные ситуации, когда одни и те же работники в одной организации занимают гораздо больше ставок по совместительству. Более того, есть такие случаи, когда такие работники еще находятся в трудовых отношениях с другими работодателями, абсолютно не относящиеся к организации, где их основное место работы. И в этой связи такими способами, методами происходит увеличение штатной численности. Поэтому в целях достижения соблюдения норм налогового законодательства ежегодно проходит оптимизация штатной численности. Что такое оптимизация штатной численности, я тоже хотел бы пояснить. Это абсолютно не применение мер по тому, чтобы увольнять работников, иным образом, перемещать их. Оптимизация штатной численности подразумевает лишь всего соблюдение требований норм законодательства, трудового прежде всего. Поэтому на сегодняшний день мы именно этим и занимаемся. Правительство очень предметно взялось за эту работу. Дело в том, что, как показал внешний контроль и мониторинг, мы имеем очень большие расхождения, на наш взгляд, с фактическим наличием работников и с утвержденной штатной численностью. Об этом мы часто говорим, транслируем всегда публично. Оптимизация штатной численности ни в коей мере не приведет к мобилизации денежных средств, направляемых на фонд оплаты труда. То есть, если конкретно брать, лицо, которое превышает штатную численность, установленную законодательством, она оптимизируется, эта численность, а фонд оплаты труда остается. Тем самым легализуются на самом деле трудовые доходы этого человека и, соответственно, будет соблюдаться нормы и требования налогового законодательства. Так, наверное, коротко я скажу о том, что такое оптимизация и к чему она должна привести. По последним результатам, вы спросили о суммах, и что... примерные какие-то анализ, просчеты вы делали? Сколько высвободится благодаря оптимизации денежных средств? На самом деле там ничего не высвобождается. Там просто перераспределяется в соответствии с законом. Это перераспределение произойдет чуть более 90 миллионов рублей ежегодно. И абсолютно не повлечет за собой уменьшение доходов работников бюджетной сферы. То есть, к примеру, привожу, работник бюджетного учреждения трудится на 3-4 ставках, более того, трудится еще в различных других учреждениях. Его ежемесячный суммарный доход составляет, соответственно, столько ставок, 3, 4, 5, 6 и более. Мы говорим, если это соответствует нормам трудового законодательства, ради бога, пожалуйста, как правило, этого не бывает, значит, можно заключать с ним иного характера договоры, не трудовые договоры, если он выполняет работу во 2-м, в 3-м, в 4-м месте, и так далее.
Вот такая вот складывается картина. Владимир Валерьевич, я хотела бы, чтобы вы мне объяснили. Допустим, я занимаю 3-4 должности в одной бюджетной организации, да, или в другой, в нескольких бюджетных. Что дальше? Вот по закону я только 1,5 штата имею право, да, получить? Да, вы имеете право, совершенно верно, одну полную должность и по совмещению. Внутреннему либо внешнему на 0,5. Вот. Все остальное является нарушением законодательства. Причем полностью ответственность лежит не на работнике, а лежит на работодателе. По какому принципу он принимает на работу, зная или не зная о том, что это лицо работает еще в 2, 3, 4 местах. Это, наверное, прежде всего работа уже внутреннего контроля за вот этим законодательством, которое у нас осуществляет трудовая инспекция. Но решение принимает руководитель. И в случае, если это неправильно, то, естественно, он несет соответствующую ответственность. В данном случае и административную, а в более суровых нарушениях и уголовную. А человека, получается, лишают вот этих вот штатов, он уже не будет получать 4-5 зарплат. Он может получать заработную плату, но не учитывая эту штатную численность. Но это же абсолютно логично. Он не может занимать должности, а тем более трудиться в 5-6 местах, а тем более еще в разных районах нашей республики одновременно. И эффективно работать. И эффективно работать, занимая 5-6... работать, его физически там нет. То есть они фактически не выходят на работу, а вот начисляется заработная плата. За заработной платой мы прекрасно понимаем, что следуют другие там социальные выплаты, да, включая там платежи во внебюджетные фонды, отпускные, больничные, различного рода пособия. Да, оплата по листкам нетрудоспособности, включая так называемые больничные, ну и многое-многое другое. Это полностью лежит на ответственности руководителя. И смысл о том, что они лишаются этого, на самом деле, прежде всего хочу сказать, что это неправомерное получение. Но раз уже так пошло, мы ставим вопрос, что в частности вы задаете, они лишаются. О том, что там неправомерно получать, это как бы само собой разумеется, я уж так понимаю. Поэтому, чтобы не было в этом смысле потрясений, недоразумений, мы абсолютно справедливо идем, на мой взгляд, на эти шаги и с руководителем всех отраслей бюджетной сферы говорим о том, что если работник нужен, но нарушается трудовое законодательство, не надо его включать в нормы трудового законодательства. Можно с ним заключить иного характера договор. Пожалуйста, тогда можно выполнять. Если человек успевает одновременно в каждый рабочий день присутствовать на 3, 4, 5 работах, и причем еще в разных районах республики. Ну, а достигнем мы того эффекта ожидаемого? Вот ведь цель инвентаризации не просто контроль, да, и регулирование штатной численности, но и попытка высвободить какие-то суммы, рабочие места для тех, кто желает устроиться на работу и не может найти работу. В данном случае средства, которые, как вы говорите, высвобождаются, они полностью направляются на повышение. Этим же лицам я еще раз хочу повторить, фонд оплаты труда абсолютно не будет сокращен. Сокращается лишь всего или оптимизируется штатная численность как таковая. Дело в том, что определяя штатную численность в нашей стране, да, в частности по работникам бюджетной сферы, когда собираются итоговые показатели, они влияют в том числе на программы социально-экономического развития, на любую инициативу в сфере бюджетирования в качестве направления развития отраслей. И сегодня там значительный так называемый перекос. У нас значится огромное количество работников бюджетной сферы, в том числе по специальностям отдельным. А когда мы начинаем разбирать внутри, фактически, оказывается, их гораздо меньше. Поэтому мы говорим, давайте мы лучше посмотрим, сколько фактически у нас есть этих людей, при этом абсолютно не уменьшая фонд оплаты труда. То, о чем вы говорите по замещению высвобождаемых лиц, их как таковых, как правило, не бывает. И вот с 2015 года
происходит разновременная оптимизация, я еще не видел, чтобы там работники бюджетной сферы в какой-то степени потеряли ежемесячный доход. Все то же самое остается. В данном случае человек меняет штатную структуру, штатную численность. Теперь в организации 10 человек условно в штатном расписании работают там 4 по факту. Мы предлагаем сократить, оптимизировать до 4, при этом фактически до 4, при этом оставив фонд оплаты труда. Вот, чтобы была реальная и реалистичная картина, чтобы можно было спокойно формировать, в том числе экономические, социальные там, и другие программы. На ваш взгляд, вот эта оптимизация, которая была начата в 2015 году, вот до сих пор этот процесс продолжается. Почему трудно это сделать сразу? На ваш взгляд, в чем главная причина? Дело в том, что инвентаризация штатной численности, мониторинг штатной численности – это повседневная работа. И она будет продолжаться все время, пока существует финансирование заработной платы работников бюджетной сферы. По фактической потребности, исходя из норм, нормативов, все это делается. Это постоянная работа, которую надо вести. Да, это тяжело, соглашусь, да, это сложно. В отдельных случаях мы не можем, установить мгновенно, это через какое-то там время, через неделю устанавливаются те или иные работники, которые трудятся там в различных организациях. Этим надо постоянно заниматься. Так не бывает. И еще что самое важное, мы это слышим и, наверное, понимаем, в том числе при реализации соглашений о порядке софинансирования фонда оплаты труда. Но это абсолютно не зависит от источников. Неважно, какие деньги идут на заработную плату. Собственные доходы направляются Республике Абхазия, либо это поддержка в качестве российской финансовой помощи. Самое важное, что нарушается законодательство нашей страны. И неважно, какой источник. Вот. Поэтому здесь хотелось бы как можно быстрее навести порядок в этом смысле, чтобы потом дать возможность увидеть рост, реальный рост заработной платы. Ведь человек, который занимает 3-4 должности, совокупный его доход значительно превышает среднемесячный, значительно превышает. Ну и потом мы хотим, разумеется, как и любой работодатель, увидеть реальную картину, что же на самом деле происходит. Я так полагаю, что мы постепенно к этому приведем, тем более все эти меры, они абсолютно экономически безболезненны, безущербны для организации. Еще раз повторюсь, все то, о чем я говорю, это прямые решения руководителей о принятии тех или иных лиц на работу. А что предусмотрено в отношении руководителей этих организаций, которые нарушают трудовое законодательство? Вы сказали, что к гражданам, которые работают на нескольких должностях, это никак на них не отразится, а вот работодатель как будет отвечать? В данном случае законодательство нашей страны подразумевает при нарушении норм трудового законодательства это административное наказание, штрафы соответствующие на физических лиц и на должностных лиц. А если, не дай бог, как мы говорим о том, что это может привести, допустим, к фиктивному трудоустройству персонала, под фиктивным понимается оформление и вообще отсутствие работника, тогда, наверное, уже совершенно другое законодательство в этой сфере начинает работать злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, и многое другое. Я так полагаю, до этого, наверное, не дойдет, но я хочу об этом обязательно сказать. Это очень важно. Дело в том, что порой мы абсолютно спокойно наблюдаем о том, что в один и тот же день люди принимаются в различные организации на работу. Наверное, так не может быть, причем на полную ставку. Если, я еще раз повторюсь, если эти работники ценные, необходимость в них есть, их квалификация, навыки, знания, старания, все это можно же совершенно по-другому делать, не нарушая законодательство. Невозможно в трудовой книжке во всех организациях ставить печати, что это лицо работало занимало 3-4 должности. Это потом, я недавно об этом тоже говорил, это потом очень сильно помешает в будущем при оформлении, при назначении пенсионных выплат. Очень сильно помешает это. А какого эффекта вы ждете от оптимизации в целом для экономики? Какой будет эффект, на ваш взгляд? Дело в том, что эффект следующего характера. Если мы проведем надлежащую инвентаризацию,
в данном случае работник. И это абсолютно не касается, еще раз говорю, сферы социальной. Это и в органах госуправления, это везде абсолютно. Мы сейчас не делим, разумеется, на категории. Когда такое произойдет, и мы увидим, что здесь есть порядок, тогда смело можно делать предложение об увеличении размера заработной платы. Более того, ставить его на постоянную индексацию. Сегодня, к сожалению, при такой ситуации это невозможно сделать. Обратно получится то же самое. Лица, которые занимают 3-4 должности, они так и остаются. Они совокупно будут получать на уровень повышения зарплаты. Лицо, которое занимает по праву одну должность, у него доходы особо не вырастут. Вот к чему ведет эта работа, да. Мы же все прекрасно понимаем, что уровень доходов населения должен расти, как минимум на уровень инфляции. Но если, еще раз повторюсь, если не заняться и не решить вот эту задачу с оптимизацией штатной численности, причем, еще раз повторюсь, абсолютно экономически для работника и финансово безущербно, мы никогда не сможем проиндексировать заработную плату. Никогда. Более того, хочу сказать, когда лицо занимает 3-4 должности и более, под это лицо, в соответствии с бюджетным законодательством, под эту должность, исходя из штатной численности, в том числе формируется, бюджетируется рабочее место на каждого. Расходы, то есть расходы государства увеличиваются? Да, в том числе на создание рабочего места. По факту этих людей либо нет, либо они неправомерно занимают должность, а финансирование на создание рабочего места в смете есть. Поэтому у нас никак невозможно увеличить заработную плату, одновременно не решив вот эту задачу. Владимир Валерьевич, я бы хотела с вами поговорить и об инвестпрограмме 2023-2025. Документ был подписан недавно. По словам замминистра экономического развития России Вольвача, Россия продолжит софинансировать зарплаты жителям Абхазии. До 2025 года средние зарплаты должны вырасти в 2,5 раза по госсектору. Он подчеркнул. По поводу того, как наш бюджет будет с этим справляться, будет ли возможность такая, где вы будете находить вот эти источники? На самом деле, о чем говорил заместитель министра экономического развития, это, несомненно, так. Подписано соглашение, как вы сказали, о порядке и размерах софинансирования работников в бюджетной сфере. По сути, финансовая помощь российская, она, естественно, не прекращается. Более того, я скажу, там перешли на новую стадию инвестиционного цикла, которая должно прежде всего привлечь вложения, в том числе в рабочие места. Что касается отдельно бюджетников, при вступлении нового финансового года, я имею в виду в 2023 году, софинансирование по отдельным категориям будет пропорционально меняться. Пропорционально я хочу сказать, что доля абхазской стороны ежегодно будет увеличиваться. К примеру, в 2023 году это будет 35% от общего фонда оплаты труда на повышение. В 2024 году это будет уже 70%. В 2025 году это будет 85%. И после 2025 года, разумеется, темпы роста заработной платы будут обеспечиваться уже самостоятельно нашей страной. В этом смысле перегруппировка инвестиционных средств будет осуществляться в другие отрасли экономики, от которых мы ждем, несомненно, эффекта, в том числе пополнения доходной части бюджета, которая нам наверняка позволит увеличивать заработную плату. Но еще раз вернусь к первому нашему вопросу. Если мы не изменим ситуацию со штатной численностью, у нас останется обратно такая же ситуация. Вот какой механизм предусматривается. На мой взгляд, это совершенно справедливый экономический подход. В этом смысле инвестиции бюджетные будут направляться в создание рабочих мест, а не в финансирование уже созданных мест в данном случае. Привлечение вложения в создание новых, инфраструктуры, сельское хозяйство, туризм и так далее, от которых государство, Республика Абхазия, будет получать уже собственные доходы и будет направлять на увеличение. Бюджет в этом году будет выполнен, не будет? Что вам удалось сделать в этом году? Уже о каких-то результатах могли бы вы рассказать? Да, несомненно, конечно, хотел бы поделиться и уже имеющимися итогами исполнения бюджета за полугодие.
забегая вперед, хочу сказать, что второй год подряд уже система испытывает такую стабилизацию. Уже с 2020 года такая устойчивая тенденция и перспектива на рост доходной части бюджета. Несомненно, это не может не радовать, здесь какими способами и методами достигается это, мы часто об этом говорим, но я думаю, не лишне еще раз повторить. По сути, в целом удалось улучшить положение с собираемостью налогов, иных платежей, таможенных платежей, и не допускать возможного секвестирования бюджета. Это достаточно очень положительная сторона при исполнении бюджета. Мы можем давать оценку, сопоставляя с какими-то параметрами иных лет, смотрим, что же меняется, как меняется, правильно ли ведется работа в этом направлении. Я хотел бы особо отметить, что за один год, в 2020 году, если республиканский бюджет получил собственных доходов 2,9 миллиардов рублей в 2020 году, то уже в 2021 году он получил 4,1 миллиарда рублей. Или на 1,2 больше. То есть за один год рост 41,3%. Это достаточно высокий показатель, причем хочу отметить особо, что законодательство нашей страны не претерпело изменения, в частности налоговое законодательство, не установлены новые налоги, не повышенные ставки действующих налогов, пока еще не были изменены или исключены льготы по уплате налогов и сборов. Это все нам дает возможность видеть о том, что расширяется налогооблагаемая база, что собираемость налогов, еще раз повторюсь, других сборов, она существенно изменилась. Соответственно, мы и наблюдаем такой же уровень расходов. Расходы находятся тоже на высоком уровне. У нас практически вся потребность, заявленная получателями, обеспечивается в полном объеме, своевременно. Что касается текущего года, тоже есть хорошие предпосылки. Мы уже за январь-июль практически на 70% подошли к исполнению годовых значений. Тоже очень устойчивый показатель, второй год подряд идет. Очень радуют показатели наших территорий, местные бюджеты практически все тоже устойчивые. Нам не приходится значительно прибегать к дополнительной финансовой помощи. Весьма высокие показатели. Надеемся, что это и в будущем продолжится. К примеру, если такую динамику брать, в 2015 году в республиканский бюджет фактически поступил 1 миллиард 900 миллионов рублей. А уже в 2016 году 2 миллиарда 800. Анализируя на целых 900 миллионов больше, анализируя ситуацию, в этом смысле, какие же источники были привлечены, что произошло. Естественно, здесь самым главным явилось это вступление в силу нового закона о налоге на добавленную стоимость, в котором обозначится новый объект налогообложения, так называемый НДС ввозной. Это значительно повлияло на рост доходов и привело к формированию новых параметров бюджета. 2016 год 2,8 миллиарда, как я уже сказал, 2017 год 2,9 миллиардов, 2018 год аналогично 2,9, 2019 уже 3,2. В 2020 году, в пандемийный год, было собрано 2,9 миллиардов республиканских, и 21 4,1. Здесь эти показатели дают нам возможность оценивать темпы роста. И с учетом того, о чем мы сейчас с вами говорили, что инвестиции должны направляться в секторы экономики, приоритетные определенные программы, через которые будут формироваться рабочие места, соответственно, будут формироваться доходы населения, соответственно, с этих доходов налоги не только в республиканские местные бюджеты, но и в бюджеты государственных небюджетных фондов. Полагаем, что проведенные эти меры, о которых мы говорим, смогут дать нам возможность
увеличивать и бюджетные инвестиции, и в будущем смотреть на возможность повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. Владимир Валерьевич, благодарю вас. Спасибо. Спасибо большое. Напомню о том, почему важна оптимизация штата в Абхазии, много ли в республике нарушителей трудового законодательства, как оптимизация позволит увеличить заработную плату бюджетникам, нам рассказал вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба. Актуальный разговор и поиск решений в студии «Радио Спутник Абхазия».